Всем привет-привет! С вами канал Life, меня зовут Карина. И мы находимся около музея Мирового океана. Решили немножко вечером прогуляться. У нас очень в Калининграде душно, жарко. Температура воздуха 29 днем, но ощущается реально как 40, вот честно. И мы решили вечером прогуляться, уже без 29 время. Где, Владимир Николаевич, мы сможем перейти дорогу? Вот. И хотим прогуляться, посмотреть. Там вроде бы как у музея Мирового океана открыли летнюю террасу нового кафе Табаско. Это сеть кафе и ресторанов по Калининграду. И даже еще где-то есть там в области. И вот они открыли новый свой филиал, так скажем. У нас, кстати, сегодня спонтанная такая вот прогулка. Так, поэтому наша спонтанная прогулка. нужно будет обходить. Обходить надо, да. Пойдем. Мы хотим просто посмотреть эту территорию около музея. Пройтись, полюбоваться на воду, на кораблики, которые там стоят в порту. Сейчас мы пойдем обходить. С близкого расстояния снимем будет шар. Сейчас снимем. В принципе, Возьми. уже камера должна передавать хорошую. Вот шар. Его еще достраивают, но он очень красивый. Такой прям сверкающий. Его очень любят фотографировать с разных ракурсов. С моста, с этого, который ведет на Ленинский проспект, дальше туда, да? Как он называется, этот мост, Вов? Мост? Забыла. Ну ладно. Вот, видите, какая красота. Вау. Так, а мы пытаемся пройти к музею. Аккуратно. Тут еще пока все строят, облагораживают. И поэтому немножко вот заборчик такой сделанный, все такое. На улице даже сейчас, вот почти 9 вечера, очень жарко, 26 градусов. Здорово. Это одна часть, а вторая вот здание выстраивается. Угу. Большой комплекс какой-то вот прям будет. Что здесь? Опять велосипедист. Классная семья велосипедистов проехала мимо нас. Это так здорово вечером заниматься вместе спортом. Круто, молодцы. С музыкой. Все классно. Главное, с музыкой у них сын маленький. Но, по сути, рэп, вот эти все направления такой музыки, это подростки, рассчитаны на поколение подростков. Старших поколений другие уже. Стас Михайлов. И прочие. Да. Что у нас здесь? Кафе работает, но пока закрыто. Нет, оно же летнее. Вот. Вот наше Столик. пиво, это красиво. А, нет, это столики от музея.
Ну, мы здесь сейчас посидим, конечно же. Ну, вот пройдемся вначале, а потом... Пройдемся, а потом посидим. Это наше любимое место под этой ивой. Вот я вам, когда мы приходили до этого, рассказывала, как я ее люблю. Как я люблю под ней сидеть. Она просто потрясающая. Смотрите. Вот. Так это все выглядит очень круто. И вот обожаю я эту иву, конечно. Она как большой дом из дерева. Так. У меня что-то попало в тапочку. Такая тишина. Штиль, никого нет почти. Здорово. Вот оно, тюльпановое дерево. Вот на него мы и шли смотреть. Здорово. Вот оно. Вот. И тут уникальное цветет тюльпановое дерево. Вот такое красивое, красивое. Оно похоже как-то листьями-то на огурец, да, Вов? Или на что-то такое интересное. Потрясающе, конечно. Лириодендрон тюльпанный. Тюльпанное дерево. Вот. Лириодендрон тюльпаны, да. Вот такое вот оно, вот это дерево. И мы очень хотели для вас его снять, показать. То, что для нас диковинкой оказалось. Мы сами-то никогда такое не видели. Пахнет вкусно. А вот тут еще что-то цветет. Уникальное прям цветом розы. Я таких тоже в Калининграде не видела. Вот тут еще. Да. И розы вот такие. А они вообще настоящие. Да. Такие прям, вот, прям как будто сделаны они из чего-то. Такие классные. Так, и вот там что, мальва? Или как она называется? Что это? Тоже роза, что ли? Слушай, какой цвет. Смотри, она вся в полосочку. Это роза. Она очень необычная. Так интересно. Тут елочка. Пойдем? Корабликом. Да, пройдемся корабликом. Сейчас немножко прогуляемся. Мы сегодня обсуждали довольно тяжелую тему. Когда мы играем в жизни людей, решающую какую-то роль, но мы этого даже не хотим. Ну, допустим, советуем что-то. Человек это выполняет. В итоге сначала ему вроде как хорошо. Ну, например, ему попали большие деньги в руки, да? Он счастлив, благодарит. Говорит, ну какой счастливый человек, спасибо за совет, да? А потом его жизнь круто меняется от этих больших денег. Он становится или игроманом, или наркоманом. Опускается на самое дно и говорит, зачем ты так сыграл вот такую вот роковую роль в моей жизни? Зачем? Или иногда мы влияем на то, чтобы кто-нибудь куда-нибудь уехал, переехал. Или строим сначала отношения, потом бросаем. Тоже влияем кардинально, получается. И так далее. То есть приведите, может быть, пример, если у вас такая ситуация в жизни, что вы на кого-то таким образом повлияли, что человек в итоге от того, что вы внесли изменения в его жизнь, не имеет точки возврата, так скажем, в свою прежнюю жизнь и уже ничего не может сделать. Вот есть ли у вас такие примеры? У меня их куча, если честно. То есть каждый практик, каждый таролог, каждый экстрасенс в своей жизни сначала получает очень много негативного опыта, если честно. И теперь я очень осторожно отношусь даже к тому, чтобы людям что-то посоветовать. Смотрите, как тут интересно. Да, то есть нужно смотреть перспективу. Допустим, если человек хочет больших денег, как эти деньги повлияют на него? Готов ли он их принять? Готов ли он грамотно распоряжаться этими деньгами? У нас вот, допустим, очень много есть людей, которые пишут: избавьте нас от долгов, помогите.
Или я хочу быть богатым. Нужно понять, какие уроки эти долги несут человеку. Для чего? По сути, если покармить человеку быть богатым, он и без нас разбогатеет, как бы. Правильно же? А если человеку по карме иметь много долгов допустим, потом расквитаться с ними после какого-то урока, он и так расквитается, а на нас складывать вот эту ответственность, наверное, не стоит. Здесь, И ни на кого не стоит. скорее всего, что нужно понять, какие через нас, какие уроки должен пройти человек, душа человека, чтобы эти уроки, ну, на высоких каких-то вибрациях пройти, более гармонично. Даже хорошие уроки, когда человеку там сваливаются и деньги, и отношения хорошие, и счастье, и работа идет, финансовый успех, подъем. То есть человек должен это принять с благодарностью Богу, осознанно создавая свою жизнь. То есть здесь тоже хороший должен быть урок. И даже в страданиях тоже у многих есть позитивные уроки. Но на самом деле в страданиях очень много позитивного. Мы никогда бы не поняли от чего-то определенного. Вот жасмин цветет, определенный вид его. Потрясающе пахнет. Никогда бы не усвоили определенные уроки, не пострадав, если честно. Ну, сами понимаете, если человек живет, радуется, ему ничего нигде не жмет, как же он научится другим сострадать, например? Как понимать начнет их проблемы? Ну, он такой человек может затоптать очень много, особенно если он богат при этом. То есть он просто будет давить других людей, не понимая, что они тоже живые, тоже люди. Вот. Поэтому людям иногда надо страдать, как ни крути. Что-то переживать, там, несчастную любовь, отсутствие денег и так далее. Вот смотрите, какой сегодня потрясающий розовый закат. Как красиво. Кто-то гуляет, да, на лодочке, на катере, или как там она называется. Шикарно. Может быть, как-то поездим хотя бы один раз на катер? Не хочешь? Хочу, но боюсь, но хочу. Ну, Я давай подумаю. как-то погода, чтобы было хорошее, настроение у нас было на... Да. Мы тогда будем снимать тоже нашу прогулку, конечно же, для вас. Мне нравятся чайки вот здесь на канате. Или как эта штука называется, которая привязан корабль. Огромные канаты. Это швартовочная, не знаю. Угу. Так, сейчас сделаю паузу, сделаю фотографии. Немножко пофотографировали. Видите, как чайчики сидят. И идем дальше, прогуливаемся. Смотрим, продолжаем закат, смотрим наш любимый. Очень люблю смотреть закаты, просветы. Это очень приятно. Тут вот такой у нас корабль со Змеем Горынычем. Видите, его хвост огромный, со стрелой, с копьем. Сейчас идет поезд по мосту эстакадному. Тут видите, как. Тут кораблик стоит небольшой. И внутри почему-то вижу работающий вентилятор. Может, мне, конечно, мерещит. Но он явно вертится и работает. Там пойдет поезд, видите. И даже отсюда видно просвечивающиеся вагоны. Ну, наверное, для перевозки животных. Может быть. Здорово, да? Как красиво. Хотелось прям к воде. Владимир Николаевич даже пригласил меня на море вечером, но я отказалась пока. Пока что отказалась. Воды не так жарко. Вода прекрасна. Небо-то какое сегодня, божечки, кошечки.
Ну, комары. Да. Это они только избранно тебя едят же. Меня не едят комары. И они вкусные. Нужно купить срочно. Аюрведу с листьями ним. Ну, вообще, если честно, это мошки, мне кажется, а не комары. Ну, ты их находишь хоть где, так что тебе? Они меня находят. Они тебя находят, да. Так здорово. Так приятно. Воды приятно очень. Вообще здесь очень приятно гулять, хорошо гулять. Даже в такую жару, вы знаете, это РЖД. Кораблик. Такой маленький прикольный кораблик, да? Так нравится смотреть на кораблики. И так тихонько покачиваться на воде. Так, и знаете, так сразу умиротворяет вот этот вид. Так интересно. Что? Закрытый участок для прогулки. Да ничего страшного. Мы немножко тут прогулялись и дальше пошли. Вот сейчас вот эта подводная лодка. Б-413. Мы там проходили экскурсию когда-то с сыном, с бывшим мужем. Очень понравилось. Не помню, с подругой, может быть, ходили. Не помню, Марина, если приезжала. Не помню, вроде ходили. Но там очень здорово. Но, да, точно, с ней были. Там, знаете, это... Некоторые вещи я даже боялась залезть по лестнице вверх. Вот. А так очень понравилось, конечно. Смотри, там вот фиолетовое, видишь? Такие облака фиолетовые, да? Вот отсюда и шар видно, и корабль. Так, ну-ка, мне надо сделать красивое фото. Погода очень хорошая, конечно, очень прям. Вечером. Ух ты, птичка маленькая, воробушек. Но днем ад, я вам честно скажу. Ну так жарко. Если вы не у воды, не у моря, это вот в городе, в квартире чокнуться можно. Я работала, Владимир Николаевич тоже. И у нас сегодня взяли и в 9 утра отключили электричество. На минуточку, в 9 утра было 25 градусов тепла. В 10 утра было 27 градусов тепла. Высокая влажность получилась. А мы же купили кондиционер такой на колесиках. Ну, Мобильный. мобильный называется, да. Просто потому, что уже было невыносимо. И представляете, отключают электричество. То есть мы купили кондиционер, а воспользоваться не можем. Это было кошмарно. Сегодня был кошмарный день в этом плане, в плане жары. Собака у нас болеет, Демид. У него заболела лапа. Она очень сильно опухла, и он не может передвигаться. Ему очень плохо. Он сутки не мог сходить, просто пописить даже. Мы все испереживались. Плюс утром в 9 утра выключили полностью свет. Мы занавесили все окна, а толку-то их даже не открыть, вот если честно, потому что на улице хуже, чем дома, а дома просто душняк, пекло. Это квест был вообще сегодня. Мы мочились холодной водой, мочили собаку, выносили собаку на улицу под дерево в тень, чтобы он хоть как-то смог пописить. Он в итоге смог. И это лапа у него дико болит, плюс ему жарко, он начал у нас делать вот так.
Мы давай его мочить холодной водой, но это вообще было... Это было... И плюс нам надо было работать. А куда же мы денем всю ту запись, очередь, которая уже собралась, да? Никуда ты ее не денешь. Да, это было что-то, конечно, с чем-то. Вот такие катаклизмы. Просто очень цените электроэнергию, товарищи. Без нее вы как без руки, без ног, и там, не знаю, без всего вообще. Это очень плотно в нашу жизнь интегрируется в повседневную. Да, это факт. Я вот сегодня поняла, ну как же без нее прожить? Да нереально. Даже в самой глухой деревне, если не будет электроэнергии, ну как жить, как? Ты не работать ничего не сможешь. Ужас. У меня давай... Ладно, Владимир Николаевич запасливый. У нас эти есть, знаете, такие блоки, которые заряжают телефон. Он давай мне их доставать. Я вот запасся, у меня все заряжено. Я говорю, ура! Иначе я и работать бы не смогла. А как? Ноутбук отказывается уже, все, разрядился. Телефон был 21%. Все. Без электричества мы букашки, какашки. Вот так. Надеемся, все будет хорошо. Это был плановый ремонт. Мы узвонились, конечно, успрашивались. Было объявление на подъезде, заранее было. Мол, мы отключим электричество на 1 час. В период с 9 утра до 18 часов. В итоге оказалось, что электричество отключают с 9 до 18. То есть вот именно так. Хотя писали на 1 час. Мы давай звонить ЖКХ. Они говорят... Да, они вот так и написали в объявлении и заставили нас развесить. И мы всех вели, весь дом в заблуждение просто. Там не только дом, я думаю. Ну, там целый район. А вот, я говорю, но это очень плохое заблуждение, учитывая температуру воздуха на улице. Они говорят, да, но мы ничего не можем сделать. Ждите. И все. То есть ты уже ничего не можешь. Вот так. Ой. И вот сегодня мы нажарились, напарились, потом включили электричество, мы включили кондиционер, охладили собаку, охладили себя. И через некоторое время, отработав уже до конца, мы все-таки пошли прогуляться. Такая душещипательная история. Вы уже закрываете, да? Спасибо. И вот мы теперь выходим, нас уже выгнали с территории. Погуляли буквально 20 минут. Все. Ничего. Мы можем пойти в другое место. В район Островка. Не знаю. Сейчас подумаю. Ну вообще там, да, там ремонт, наверное, нет. И мне сегодня хватило всех тех приключений, которые случились со мной в этой жизни, которые нас немножечко измучили, эти приключения. Так, вот пешеходный переход. Ну, в общем, главное, что нам включили обратно электроэнергию, и мы счастливы. Просто от того, что нам включили электроэнергию. Вернули нашу жизнь на круги своя. Вот так. Надеюсь, вам понравилась краткая прогулочка с нами, дорогие друзья. Всем пока. До новых встреч. Мы вас всех любим, ценим, посылаем вам энергию любви. И желаем, чтобы вы всегда жили в комфорте. И у вас была электроэнергия. Так что вот, пока-пока.